1986 год. Будущий президент России, а тогда один из секретарей ЦК КПСС Борис Ельцин вручает награды сотрудникам Института космических исследований. Среди награжденных был уроженец Башкортостана Альберт Галеев, которому советские журналы еще в 60-е годы дали красноречивое прозвище «Башкирский Архимед». Какова его биография? Как складывалась научная карьера? И почему его сравнивали с известным древнегреческим ученым? В 70-е и 80-е годы прошлого века экраны кинотеатров Советского Союза прочно завоевали фильмы, снятые на космическую тематику. «Солярис» Андрея Тарковского, «Москва Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова и другие. Появление подобных картин было отражением атмосферы романтики покорения космоса, царившей в обществе. Успехи в этой области действительно были впечатляющими. В 1970 году, то есть всего лишь через 9 лет после полета Юрия Гагарина, межпланетные станции Луна-16 и Луна-17 доставили на естественный спутник Земли луноход. В том же году станция Венера-7 достигла поверхности одноименной планеты. Следующим шагом в деле ее покорения стал запуск в 1984 году межпланетных станций Вега-1 и Вега-2. Одним из руководителей проекта и был наш земляк Альберт Абубакирович Галеев. Отец нашего героя, Абубакир Ахметович Галеев, как сказано в его личном деле, родился 22 января 1907 года в деревне Сарайлы, нынешнего Благоварского района Башкортостана. Национальность – башкирин, социальное происхождение – отец – сельский учитель. Изба, в которой находилась основанная Ахмедом Галеевым, дедом будущего физика, русско-башкирская школа, сохранилась лишь на фотографии, но ее преемницей является современное образовательное учреждение, расположенное на центральной улице деревни Сарайлы, носящей имя Альберта Галеева. Первый учитель нашего села был Галеев Ахмед Абдулвалиевич. Он в 1885 году в своем доме, приспособленном под класс, начал обучать разновозрастных детей. Внук первого учителя, Галеев Альберт Абубакирович, в 27 лет защитил докторскую диссертацию и 17 лет возглавлял в городе Москве Институт космических исследований. Ахмед Абдулвалиевич Галеев стал первым светским учителем в здешней округе, населенной башкирами и мишарами, доселе обучавшимися только в религиозных учреждениях, в мектебах и медресе. О его неплохом материальном положении можно судить по подворной карточке сельскохозяйственной переписи 1917 года. Галеев Ахмед, сословие вотчинник, национальность башкир. Имел 3 лошади, 3 коровы, 4 телят, 10 овец. Часть земли сдавал в аренду. В хозяйстве работал 1 батрак. Воспитывал 3 сыновей и 4 дочерей. Ахмед бывает самостоятельно, изучил высшую математику и изучил русский язык, фонетика, морфология, исключительно грамотный бабай болган. Ул уже безнең башкортларны кишигә санасыннар өчен татар башкорт муллаларын ул алардан имтихан алган рус теленнән. Җәмәгать булай дигән. Әгәр авылда бер генә кеше дә гариза яза алмаса, нигә рус чиновнигына безне милләткә санамыйлар. В 1921 году в Башкирии разразился страшный голод. Особенно тяжелым было положение в сельской местности. Чтобы выжить, 14-летний Абубакир, как указано в его автобиографии, ушел из дома и поступил учеником-слесарем в мастерскую частника Вахитова в Уфе. Отличное знание русского языка помогло ему в 1927 году поступить в Уфимский промышленно-экономический техникум, по окончании которого он работал бухгалтером. В 1940 году, в разгар советско-финской войны, был призван в армию. В том же году в Уфе родился его сын Альберт. Однако первая встреча с сыном состоится лишь через 6 лет, в 1946 году, когда майор Абубакир Галеев вернется с войны домой живой и невредимый. Он говорит, наверное, я заговоренный, потому что мое имя переводится как Святой Абубакир.
Впереди связисты, говорят, падают, убиваются. Сбоку, по бокам, сзади. Ни одной царапины за 6 лет. Он потрясающий, у него был русский язык и потрясающий почерк. И грамотный притом. Я была поражена. Кстати, у него вся абсолютно по дедушкиной линии, по отцовской, вот Алика, все до 17 века древа, они муллы были, которые обучали русскому языку. Действительно, Абу-Бакир – это имя одного из 4 праведных халифов. Однако, судя по документам, в родословной Галеевых священнослужители не фиксируются. Дедом учителя Ахмеда Галеева был Мухаммед Гали, от имени которого пошла фамилия Галеевых. В свою очередь, его отцом, согласно ревизской сказке 1816 года, был хорунжий башкиро-мещерякского войска Сафар Гали Токтаргалин, возможно, участвовавший в составе одного из 20 башкирских полков в изгнании Наполеона. Указным муллой был лишь брат последнего Бих-Мухаммед. Далее генеалогическая линия рода Сарайлы, чье название носит деревня, восходит к Дистану, сыну знаменитого князя Канзафар-бея, который был главой многочисленного башкирского клана Минг. Князь знаменит тем, что в условиях политического коллапса Ногайской Орды в начале 17 века отверг идею об уходе на Кубань под протекторат Крымского ханства и принял русское подданство. Башкиры здешних мест хорошо помнили свое прошлое и лишь в годы советской власти стали утрачивать свою этническую идентичность. Bizga Kanzaferbey Kortaтай bo'lgan. Оның 4 ұлы болған. Бой бақты, Кужа бақты. Дистан, Кудаш. Біз Кудаш бұнуклары. Дистан бұнуклары как раз шушы мына Благоварайында Сарайлы деген ауылда кішілердің Кортаталары. Мына бұл Совет баласына kadar, конечно, тіл сақланған, башқұртша сөйлешкенне. Мына бұл Совет школлары келіп шыққаш, біз татар учебнигі білен оқып, біз татарға үйлендік. Сам Альберт Галеев родился уже в Уфе, учился в знаменитой 11-й школе с политехническим уклоном. Отец Абу-Бакир Галеев в 1952 году был избран вторым секретарем Кировского райкома КПСС, но очень тяготился службой. Был секретарем райкома, которая нелюбимая его работа была на всю жизнь. Вот. Сутка до 3 часов ночи там попадал. Вот. Но потом сразу, как только время пришло, вот Хрущева не стало, и вот он знал про все эти сталинские репрессии, все это. И это было, конечно, для него очень тяжело. Он такой же, как муж, он добродушный и все в душе. Он никогда ни с кем не делится. И он при случае, вот он ушел и пошел работать. Он был начальником планового отдела огромного кабельного завода в Уфе. Закончив школу с отличием, Альберт Галеев поехал поступать на радиотехнический факультет Московского энергетического института. Печатный орган комсомола, журнал «Смена» в 1968 году писал: на собеседовании его спросили, почему он хочет учиться именно в этом институте, а как раз недавно он сам собрал для своих домашних телевизор. На секунду, на дворе стоял 1957 год, когда телевизоры были такой же диковинкой, как сегодня последняя версия айфона. Это было нелегко, однако Алик работал с удовольствием, нравилось. Он честно рассказал об этом членам комиссии. Ему предложили начертить схему собственной сборки, что, естественно, он выполнил и был зачислен в институт. Галеев учился на отлично, параллельно занимался спортом, а конкретно самбо. Причем у самого основателя этого вида борьбы, Анатолия Харлампиева. Он был кандидат в мастера спорта по самбо в легком весе и чемпион Москвы и Московской области. Где студент? Вот. И поэтому, но параллельно в это время был факультатив, вел Сагдеев, это его будущий учитель, вот, и он его заметил. Вечерами он еще успевал физикой заниматься. И когда он улетел, Сагдеев, в Новосибирск, организовали
Академгородок, то он его тут же пригласил туда. Он позвонил и сказал, что прилетай. Он с 4-го курса он его забрал. Роальд Зиннурович Сагдеев родился в Казани, был учеником выдающихся физиков Давида Франко-Минецкого и Льва Ландау. Читая лекции в Московском энергетическом институте, он заприметил подающего большие надежды Галеева и предложил ехать с ним в Новосибирск для работы в его лаборатории. Впрочем, существует версия, что его поспешный переезд был связан с инцидентом, едва не перечеркнувшим всю его биографию. Мәскәү гонорлы егетләр китереп кысканнар, теге предупредил егетләр, если не привязывать, еще сильно кулак зандырып. Шуннан персональное дело комсомол собраниесен ишеткән ул вакытта Сагдеев килеп лекция укып йөргән. Ну, хәзер әйтегәне нитмәсәк тә, прямо подчеркивать нитмәсәк тә теге азактан. Ну, мусульман малае, вот не нәрсә, туптары кереп интересоваться иткән. Моны сөйләй, комсомолда исключает, моны исключает институтта. Бу әйдә әлем, минем белә. Нигә? Ну, буна шулай танышалар. В 1961 году Альберт Галеев поехал вслед за Сагдеевым в Новосибирск, чем открыл новую страницу в своей жизни. Он стал сотрудником Института ядерной физики, директором которого был Герш Ицкович, он же Андрей Михайлович Будкер, человек, сыгравший важную роль в жизни молодого ученого. Был потрясающий директор Института ядерной физики в Академгородке Герш Ицкович Будкер. Мы дружили с этой семьей. Вот. И он к Алику относился вот просто по-отечески. И он говорил, когда мы встречались, он говорит, таланты надо холить или леять, а бездари так пробьются. Журнал «Смена» в своем очерке Альберт Галеев писал: «В Институте ядерной физики Галеева встретил директор, академик Будкер. Андрей Михайлович спросил Алика о родных, о планах на будущее. Потом оба с явным удовольствием перешли на науку. Будкер советовал серьезно подумать, стоит ли продолжать стремиться в теоретике, может лучше заняться экспериментом. Галеев вежливо слушал директора. Сам он к тому времени уже выбрал путь твердо и бесповоротно. И вдруг Будкер отчетливо увидел перед собой не Алика, а другого паренька. И они показались Андрею Михайловичу удивительно похожими, хотя этот башкир, а тот другой, татарин. У этого волосы черные, а у того чуть рыжеватые. Тот другой тоже был студентом, когда пришел на практику в лабораторию Будкера еще в Институте атомной энергии в Москве. И было у него тогда на лице точно такое же выражение – вежливого внимания и внутреннего упорства. Его звали Роальд Сагдеев. Сравнение двух физиков, сделанное журналистом, не было случайным. Сагдеев считается одним из основоположников физики плазмы, а Галеев стал продолжателем его дела. По данному предмету было написано им большое число публикаций. Это такой титанический труд. Это в свое время была некая, как я знаю, большая советская энциклопедия есть, а это большая энциклопедия по физике плазмы. И Галеев был ее редактором. Это такая, знаете, осталась как бы классикой такой жанра, до сих пор ей пользуются. В свое время была такая главная книга по физике плазмы. А это русское издание, есть, переведена она на английский, там большим, во всех библиотеках есть, и там на нее до сих пор очень много ссылок. Научная карьера Альберта Галеева развивалась стремительно. В 1963 году он получил диплом выпускника Новосибирского университета, а уже на следующий год защитил диссертацию на соискание кандидата физико-математических наук. В 1967 году за свои исследования он был удостоен премии Ленинского комсомола, а в следующем 1968 году защитил докторскую диссертацию, став самым молодым доктором наук Советского Союза. Ему было всего лишь 27 лет. Друзья отметили событие весьма торжественно и не без юмора. Подарили штанишки вундеркинда, нечто вроде переходящего диплома института. Но в 1970 году Сагдеев перебрался в Москву и позвал с собой Галеева.
тот, не раздумывая, поехал, несмотря на уговоры Будкера остаться в Новосибирске. Он позвонил мне и сказал, Рустаму было полгода, говорит: Людмила, только ты можешь его уговорить остаться здесь. Вот ему сейчас это 31 год. Вот следующие будут выборы, он будет член кора. А в 34, я тебе обещаю, он будет академиком. Потому что Сагдеева он сделал в 36, он говорит: Сагдеев в 36, ну ты учителя своего привязываешь. Он очень не хотел. И когда, Алика никогда не прельщали вот эти звания. Вот, он не стремился никогда никуда. Оно само собой как-то получалось. Сначала оба, Сагдеев и Галеев, работали в Институте высоких температур, а через 3 года, в 1973 году, ушли в Институт космических исследований Академии наук СССР. Сагдеев стал директором, а Галеев возглавил отдел физики космической плазмы. Ну и было известно, что вот новая дирекция хочет считать всех старых теоретиков слабыми и хочет их куда-то выдвинуть в другие институты. Но в это время вышла книга, я ее потом вам позже покажу, так называемый 7-й том «Вопросы в теории плазмы», где была такая основополагающая статья Галеева и Сагдеева «Нелинейная теория плазмы». И эта книга стала для меня Библией. Я вам ее покажу, она у меня сохранилась, она вся в моих пометках, в моих комментариях. Я ее все изучил, и просто каждую формулу вывел. Был большой семинар. Он все правильно рассказывал, но там были разные неточности. Я, поскольку эту книгу только что проштудировал досконально, я стал ему задавать вопросы. Такие, что почему у вас здесь такой коэффициент, а здесь вы потеряли там коэффициент 2, а здесь вы, там сказать, неправильно, недостаточно учли там члены высокого разложения. Он, конечно, обалдел. А я уже решил, все равно нас выгонят. Ну что, устрою, так сказать, последний концерт, покажу, что мы тоже что-то понимаем. Вот. Но тут он, честно говоря, широту проявил, потому что вел я себя такой довольно нагло, как человек, которому нечего терять, а он все-таки оценил, вот, что я там разобрался и зла не затаил, и взял меня к себе. Я стал с ним работать. И вот мы с ним работали, я стал его учеником. Приход Сагдеева и Галеева в Институт космических исследований поднял данное учреждение на качественно новый уровень. За свои научные разработки оба в 1984 году были удостоены Ленинской премии. Ведь же и Сагдеев, так сказать, и Галеев, в общем-то, занимались теорией плазмы, а это в те времена, в общем, достаточно было новое, так сказать, направление. Шел разговор о создании термоядерных реакторов. Исследовательской лабораторией как раз явилась вот околоземная плазма. Она отличается там по концентрации, что-то такое. И когда уже Альберто Баукирович перешел в институт, то показалось правильным использовать вот эту наземную лабораторию, а все окружающее вокруг, так сказать, Земли, запускать туда аппараты. Тем более, что это совпало как раз с началом космической эры, полета космонавтов. Таким образом, умозрительная теория плазмы привела к вполне реальным проектам по освоению космического пространства. Ну, мы с Альбертом Баукировичем познакомились очень давно. Это было где-то в начале 70-х годов уже прошлого века на каком-то совещании, которое проходило в Академии наук. Альберт выступал с докладом. Мне очень понравилось, как он держался. И тогда начинался планирование нового проекта полета к комете Галлея, пролету мимо Венеры, отправки посадочного аппарата, который вот здесь вот
состоит с сброса в атмосферу Венеры вот этого шара баллона. И мы много фантазировали по поводу того, а есть ли на планете какие-нибудь живые существа. Конечно, это было в чистом виде фантастика, но фантасты опередили нас в этом отношении. И поэтому мы только повторяли их ходы, а нам было интересно посмотреть, как это на самом деле будет. Комета Галлея, с древнейших времен наводившая на людей священный ужас и часто являвшаяся причиной апокалиптических настроений, в 1986 году вновь должна была приблизиться к Солнцу. Тогда и возникла идея совместить полет космических аппаратов к Венере с пролетом вблизи кометы Галлея. Проект получил наименование «Вега», образованное путем сложения двух начальных букв названий «Венера» и «Галлей». «Вега», как утверждалось в научной литературе, в известном смысле была проектом века. Была получена тогда панорама поверхности Венеры. Здесь у него внизу стояли камеры, которые давали панораму вот примерно на таком вот расстоянии от аппарата. К Венере уже как-то сейчас никто уже не летает, понимаете. Но к Венере, конечно, вернутся, потому что это очень интересный объект. А вот этот вот шар-зонд, который летал в атмосфере Венеры, вот, понимаете, сейчас вот трудно себе представить, что в атмосферу Венеры был десантирован вот такой вот шар, на нем висела вот эта метеорологическая обсерватория, маленькая метеостанция, и эта метеостанция передавала данные об атмосфере Венеры. Все это было, конечно, фантастически интересно. За участие в проекте «Вега» Роальд Сагдеев и Альберт Галеев были удостоены орденов Трудового Красного Знамени. Однако впереди маячил уже новый, не менее фантастический по замыслу проект «Фобос» – полет межпланетных станций к Марсу и его спутнику Фобосу. Это был международный проект, в котором участвовали ученые из 13 стран. Параллельно с проектами «Вега» и «Фобос» Институт космических исследований занимался изучением ударных волн, возникающих при столкновении солнечного ветра с магнитосферой Земли. С этой целью была запущена серия спутников «Прогноз». Были реализованы проекты «Интершок» и «Интербол». В Советском Союзе была создана, разработана система космических аппаратов под названием «Прогноз». Как раз прогнозировать, что происходит, что потом как. И вот была создана серия вот таких космических аппаратов. Они изначально так начинали. И вот на 8-м по счету прогнозе была, вот исходя из теории, то, что я сказал, Сагдеева, Галеева, значит, поставлена аппаратура. Мы перешли уже к малым космическим аппаратам, или как они называются сейчас, микроспутники. И вот в 2000 году мы к этому, так сказать, приступили. В 2002 году, значит, этот наш первый микроспутник, который назывался «Колибри», понятно, что, да, спутник весил всего 20 килограммов. И вот у начала этих исследований стоял Альберт Абубакирович. В 1988 году Роальд Сагдеев покинул пост директора Института космических исследований, а вскоре эмигрировал на родину своей супруги Сьюзен, внучки 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Новым руководителем стал Альберт Галеев. Однако годы его директорства совпали с тяжелым периодом безвременья, наступившим в лихих 90-х. Наука перестала финансироваться. Отечественная космонавтика, некогда шедшая в авангарде освоения космоса, потеряла свой темп и многие свои достижения. Это стало сильнейшим ударом по научному сообществу и престижу страны. Многие ученые, в том числе некоторые ученики Галеева, от безденежья и отсутствия перспектив уехали за рубеж. Но сам Галеев стоически переносил свалившиеся невзгоды, умудряясь не только спасать институт от развала, но и находить средства на исследования. И вот Галеев сумел сохранить институт в это время тяжелое. Не было ни одного дня, когда
сотрудники не получали зарплату. Это редкий случай, и даже я не говорю про промышленность в академии. То есть пусть зарплата была небольшая, ее съедала инфляция, но без денег никто не сидел. Но мы сумели запустить спутник. Не было денег, не было ничего. Это авторитет Галеева очень помог этому, потому что его уважали. Он был уже лауреат Ленинской премии, лауреат государственной премии. Когда он ходил и говорил, что это важно, это нужно, мы запустили эти спутники, когда вообще ничего в стране не работало в 95-96 годах. В 2002 году Альберт Галеев удостоился премии президента России в области образования. В том же году он оставил свой пост. Годы безвременья подорвали здоровье ученого. Он тяжело заболел и уже не был в состоянии руководить учреждением. Его вынужденный уход стал большой потерей для науки, трагедией для родных и близких, хотя он по-прежнему является почетным директором Института космических исследований РАН. Три основные его черты – это преданность его науке, семье и друзьям. Вот это самое большое его достоинство. И я хочу сказать, что 13 января будет 55 лет, как мы вместе. Я не знаю ни одного человека, вот за все эти 55 лет не встречала, чтобы кто-то сказал о Галееве плохого слова. Или он где-то. Никогда. Если хотя бы кого-то обидел. Такого не было никогда в жизни. И он никогда не был злопамятным, и он всегда был добродушный. Альберт Абубакирович Галеев – действительный член Российской академии наук, иностранный член Общества Макса Планка, Международной академии астронавтики, Европейской академии, Российской академии космонавтики имени Циолковского, почетный доктор Парижского университета, лауреат премии Теодора фон Кармана и Александра фон Гумбольдта.